Егор, ну, самое подходящее слово, он охренел. Точно, руку не пожимает, показав явно растерянно свою лапу. Потом говорит уже слышанный мной раньше Хетчик. Старшой кивает. То, что ему отказали в рукопожатии, видно, его мало смутило. А вот Морфа неопределенно озадачил. Удивил, победил. Как источник информации, Морф оказывается мало интересен. Он может рассказать на своем волопюке с моим кривым переводом только про медлабораторию. Что происходило в лагере, не знает. Да и возили его в будке без окошек. Хотя проскакивает намеком, что, видимо, его использовали в акции устрашения. Но развивать эту тему он не хочет категорически. Связи по-прежнему нет. То есть с кронштадтскими кораблями с разделениями связь в порядке. А вот соседи что-то заткнулись, и стрельба смолкла. Это совсем непонятно. Не было артиллерийской пальбы, нечего было в танке выбить. Должна была бы часть брони уцелеть. Да и дымов оттуда не видать. А горящая техника дает такие чадные столбища, что слепой тот, если не увидит, то за пару километров вынесет. Хотя не факт, что битая техника обязательно должна пылать костром. Но вообще желание лезть на завод пока